Цены хотели понизить, но получилось как всегда. Поручение есть, а результата нет. Вместо снижения цен, продукты на прилавках Казахстана только прибавляют в стоимости. Между тем, чиновники периодически отчитываются о принимаемых мерах, которые на деле не дают никакого эффекта. Цены на какие продукты побили все рекорды, и к чему стоит готовиться в преддверии декабрьских праздников, цена. Вчера одна, а сегодня уже другая. Отслеживать повышение цен стало практически невозможно. Ощутимее всего по карману жителей Казахстана бьет подорожание продуктов питания. Лидером по прибавлению в стоимости стал сахар. Несмотря на развитие отечественного производства и рекордный урожай свеклы, в среднем по стране цена на этот сладкий продукт выросла более чем на 23%. Большая часть казахстанского сахара производится из импортного сахара сырца. В этой связи, внутренние цены на него растут под влиянием общемировых тенденций на рынке сахара и в первую очередь в связи с удорожанием сахара на рынке России. Помимо сахара за 11 месяцев 2018 года резко подорожали капуста, рис и куриное мясо. Капуста в среднем по стране прибавила в стоимости 13%. Самый высокий рост цены на этот овощ зафиксирован в Петропавловске, там она подорожала на 36%. На 12,6% больше денег теперь отдают покупатели за килограмм риса. А больше всего приходится платить жителям Усть-Каменогорска, здесь цена стала выше на 22,7%. Стоимость куриного мяса в 2018 году увеличилась на 11%. Максимальный рост цен зафиксирован в городе Алматы, на 15%. Повышение цен смогли заметить не только статистики. Казахстанцы тоже ощутили негативное влияние сложившейся ситуации на рынках страны. Астрономические цены. Очень тяжело стало что-то взять. Картошку, лук, морковь. А фрукты очень проблематично. Если верить министру национальной экономики, то рост цен на товары связан с членством Казахстана в Евразийском экономическом союзе. А именно с тем, что в ЕАЭС сейчас открыты границы, и высокая цена в одной из стран непременно влияет на стоимость этого продукта в других государствах. В декабре казахстанцам предстоит отметить сразу несколько праздников. По традиции люди накрывают щедрые дастарханы. Понимая, насколько важно для граждан страны отпраздновать эти особенные торжества, премьер-министр Бакытжан Сагентаев обратился к предпринимателям и попросил их не использовать повышение спроса и сохранить цены на прежнем уровне, а контролировать ситуацию поручил акиматам.